Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что резко и неожиданно случится с вами с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, отсыпочка готова. Так много всего показали, аж глаза немножко разбежались. Ну, давайте пойдем по порядку. Видите эту прекрасную птицу, которая летит сквозь тучи? К вам пробиваются очень хорошие новости. Либо это какое-то признание, либо у кого-то отыграется желание с вами найти общий язык, восстановить отношения, помириться, примириться. У кого-то желанное письмо, долгожданное письмо, у кого-то смс-очка, у кого-то, возможно, и вестник на пороге, да, с очень хорошими новостями. Почему резко и неожиданно? Да потому что сквозь тучи летит эта прекрасная птица. Тучи — это проблема, тучи — это плохое настроение, это такая, знаете, токсичная, ядовитая среда, в которой вы находитесь. Но птичка крупная, значит, пролетит, точно к вам вот долетит. Видите, она прям сквозь тучи слева направо летит, в вашу сторону, в вашу жизнь летит. Так что ждите хороших новостей, ждите новостей, информации, либо путников, вестников, которые поднимут вам настроение. И все эти тучи рассыпятся, рассосутся, разойдутся, как будто бы их и не было. Дальше. С левой стороны показывают женщину и журавля. Журавль такой, ну, небольшой, давайте откровенно скажем. Женщина на этого журавля смотрит с таким подозрением и думает: а настоящий ли ты журавль? А что у тебя на уме? Я вам, девушки, так скажу. Журавль настоящий. Да, не крупный, но тем не менее. Журавль — это птица счастья на самом деле. Если у вас произошло знакомство, и какой-то мужчина добивается вашего внимания, поверьте, это ваш журавль. Это тот, кто рядом с вами готов идти сквозь жизнь и судьбу. Мужчина, который может сделать вас счастливой. Может быть, у него не столько много времени, может быть, ну, это только лишь начало знакомства, да, вот недавно совсем вы познакомились, либо он недавно начал за вами ухаживать, дальше будет больше. Не обращайте внимания на каких-то вот уток, которые у вас под ногами крутятся. Утка, она ненадежная, да. С уткой счастлив не будешь, а вот с журавлем точно счастье можно построить. Мне так кажется, что он вам нравится, просто вы немножко сомневаетесь, потому что его плохо знаете. Либо он еще не открылся и не проявился во всей красе. Очень похоже, что у кого-то прям романтик намечается, ну, начало прекрасных, теплых, очень-очень любовных романтических отношений, с чем я вас и поздравляю. Дальше. Вижу, что перед вами будет выбор. Причем, ну, тут выбор достаточно как легкий, да, потому что вы выбираете между чем-то очень красивым и чем-то таким, как, знаете, недоделанным, сломанным, ну, испорченным даже, может быть. Вот такой выбор перед вами стоит. Понятно, что вы точно не ошибетесь, и понятно, что вы выберете именно то, что вот именно как отвечает всем вашим пожеланиям и запросам. Такой выбор показали. Дальше. Человек на букву В. Это может быть и мужчина, и женщина. Вас чем-то очень сильно зацепит, либо даже удивит. И удивление у вас, ну, буквально вот какое-то детское удивление. Вы такая: ничего себе, да, а я такого и не слышала, не знала, не видела, да. Какое-то такое удивление. Человек, ну, действительно, как такой, знаете, сундучок с сюрпризами, да, шкатулка с сюрпризом получится. У этого человека действительно получится и зацепить, заинтересовать, и вас очень сильно удивить.
Да, возможно, ну, не все знаете, не все видели, не обо всем слышали. Этот человек вам раскроет глаза. Дальше. Здесь у меня люди что-то очень плохое задумали, как будто бы хотят на вас каких-то змей натравить. Да? Два каких-то слабака, слабачки, может быть, да, если вы женщина, то это другие женщины, две женщины, если вы мужчина, то два мужчины. Каких-то змей хотят на вас натравить. Но змеи какие-то беззубые, либо яда у них нет. В общем, если не испугаетесь, то план их, негативный план будет разрушен. Если вы испугливых и боитесь гадов, то да, возможно, у них даже немножко получится вас вот именно напугать. Не навредить, но напугать. Почему они это делают? Да, они просто мстительные и очень негативные люди. Они не только к вам так поступают, они и к другим людям так поступают. Вот найдется на них управа. Вот я это вижу. Может быть, не в ближайшие несколько дней, но точно найдется. Вот кто-то им по головам настучит. Точно настучит. Вот. Ну, не бойтесь. Это, знаете, как вас могут заочно в чем-то обвинить, вас могут подставить, на вас могут перевести стрелки. Но если вы ни в чем не виноваты, ну, вам ли бояться? Да? Стойте на своем, аргументируйте, и все будет хорошо. Не становитесь жертвой, да, вот так хочется сказать. Дальше. Вижу, что вы примете решение, которая поможет вам сбросить с себя какие-то путы, веревки, цепи, что-то такое, знаете, болезненное, тянущее вниз, не дающее идти вперед. Решение, всего лишь одно решение и такой потрясающий результат. Решение дастся вам нелегко, потому что там очень много вводных, очень много составляющих. И вы такой человек, вы ведь не только о себе думаете, вы зачастую собой жертвуете в угоду других людей, да, вот прям целый круг людей, о ком вы переживаете, беспокоитесь, но решение придется принимать вам. Я вижу, что вы справитесь, я вижу, что вы с себя веревки начнете сбрасывать и буквально почувствуете такое облегчение, ну как будто бы за вашей спиной выросли крылья. Вот состояние до полуполета. А когда все веревки сбросите, то и полета, в прямом смысле слова. Да, всего лишь одно решение и такой потрясающий результат. Дальше показаны очки. И эти очки какой-то человек себе примеряет. Да? И в этих очках на вас смотрит и вот своим глазам не верит. Кто-то сможет вас рассмотреть. Либо, наконец-то, кто-то действительно увидит, какой вы на самом деле. У человека чуть ли там, не знаю, глаза на мокром месте. И человек даже может попросить у вас прощения за то, что ошибался в вас, за то, что позволял себе какие-то там непростительные вещи. Там, не знаю, пренебрегал вами, не принимал всерьез, в чем-то вас подозревал, как-то, знаете, скептически на вас смотрел. Но это хороший момент. Я вижу, что вы пожмете руки, а у кого-то даже что и обниметесь. Это новое начало хороших, положительных, теплых, добрых отношений. Да, замечательно. И мне почему-то еще кажется, что человек либо старшего возраста, либо человек по статусу выше, то есть занимает высокую должность, например, да, относительно вас. Это хорошее начало. Главное, чтобы вы старое не вспоминали и не пытались там ответить той же монетой. Человек, да, может быть, был в каком-то тумане, может, действительно кто-то другой там злой голову заморочил. А теперь человек вас рассмотрел, увидел, какой вы, какая вы, и действительно пытается все исправить. Дальше. Я вот не могу вам точно сказать, то ли вы, то ли вам. Тут дерево и ветки как будто бы друг друга поддерживают. Да? Дерево – это семья. То ли вы будете своей семье помогать родственникам, то ли родственники будут помогать вам. В любом случае это очень хорошо, да, когда люди поддерживают родственные связи, когда друг другу помогают. У вас вообще дерево с правой стороны. Правая сторона – это ваше и то, что благополучно для вас. Даже если вы помогаете, то высшим силам, духам рода это угодно. Точно вам будет какая-то награда, какой-то комплиментарный подарок вы точно получите. Если это вам помогают, так это тоже прекрасно, в этом ничего плохого нет, наоборот, замечательно. Так скрепляются и утверждаются семейные связи.
Дальше. У кого-то из вас ситуация, что вы общаетесь с человеком в маске лисы. Это маска, это не лиса. Человек, возможно, такой, знаете, скромный, нерешительный. Возможно, человек хочет выглядеть, да, лучше, чем есть на самом деле, но почему-то выбрал маску лисы. Вы очень быстро поймете, что это всего лишь маска. Буквально человек сам себя может выдать с потрохами. Но с другой стороны, вы как будто бы играете в эту игру. И это действительно как игра, вот какое-то общение, либо взаимодействие. Прям развлекаетесь с этим человеком. Вы про этого человека все чувствуете, понимаете, видите, а человек такой, да, я классно играю, в мою игру верят. Нет, вы не верите, вы все видите наперед. Кстати, вы можете этого человека под конец общения очень сильно удивить, так и сказать, что а я вижу, что ты маску носишь, я вижу, что ты на самом деле очень такой добрый, спокойный и скромный человек. Скажете, что эта маска тебе не идет. Да? Лучше будь сам собой, либо сама собой. Это тебе больше к лицу. Еще вижу у вас взаимодействие с разными людьми. Взаимодействие, возможно, делового характера, возможно, и личного характера. Но в любом случае вы всегда в какой-то выигрышной позиции находитесь. Некоторых людей это будет немножечко раздражать. И даже, да, кто-то может высказаться, скажет, да как так, ты всегда наверху. Но с другой стороны, так оно и есть. Вы на 2 шага всех людей, которых знаете, опережаете. И в действиях, и в мыслях, и в поступках. То есть вы впереди планеты всей. Дальше. Вижу, что какой-то человек вас через гору проводит. Буквально за руку берет и вас проводит. Горы – это сложные моменты в жизни. Горы – это проблемы. Здесь вас под руку ведут. И ведет вас другой человек. Вы этому человеку доверяете. Либо понимаете, что да, я могу сама пройти, я могу сама решить эту проблему, но это будет очень муторно, долго, неприятно. А тут человек сам предлагает помощь, да, зачем мне отказываться? И вас этот человек через гору проведет. Дальше. Разговор по телефону, скорее всего. Телефонный звонок, может быть звонок через какой-то мессенджер. Звонок, который как фонтан эмоций. Эмоции все светло окрашенные. То есть это не какие-то там негативные эмоции, наоборот, позитивные, такие эмоциональные, чувствительные. То есть вы говорите, и вы теряете счет времени, и так прям заговоритесь, и, может быть, поймаете себя на том, что там разрядился ваш смартфон, да, нужно подзарядить, потому что батарейки там осталось ровно на 3%. Прям, да, залипните на этот разговор, очень много эмоций получите, и потом будете долго об этом думать, может, даже с кем-то будете по этому поводу говорить, кто дома рядом с вами находится. В целом положительный разговор, мне нравится. Дальше. У вас какие-то головастики плавают. Головастик с левой стороны. Знаете, как первые результаты ваших достижений, либо первые результаты от вложенного труда. Это еще не результат и даже не промежуточный. Это самая предтеча, да? Из головастика потом вырастет рыбка. И чем больше вы ее будете хранить, беречь, оберегать, подкармливать, ухаживать, да, тем крупнее вырастет рыбка. Если честно, вы порадуетесь. Это вам прям такой знак, сигнал, что вы на правильном пути, что вы делаете все правильно, что нужно развивать, нужно продолжать. И это, знаете, как даже стимул, как дополнительный стимул для вас идет. Мужчину мне показывают. Мужчина, который какие-то бумаги, документы собирает, либо куда-то несет. С документами куда-то мужчина пойдет. Мужчина, вам совет общаться с другими мужчинами, но не с женщинами. Потому что у женщин может быть плохое настроение, предвзятое отношение. Может, женщина с мужем поругалась, и тут вас видит, и на вас попытается оторваться. Если это какие-то бюрократические моменты, либо рабочие моменты, идите туда, где именно мужчина. Либо если есть выбор, к кому подойти, к мужчине, либо к женщине, идите обязательно к мужчине. Мужчина вам даже как удачу приносит. А с женщинами может прям, даже когда все хорошо, пойти все шиворот на выворот. Да? Лучше не надо.
Еще для мужчин я могу дать подсказку по поводу вашего, ну не знаю, друг, наверное, вам. Может быть и родственник. Другой мужчина, с кем вы прям в хороших отношениях. Эти хорошие отношения могут испортиться из-за женщины. Женщина не ваша, но женщина того мужчины. Опять же, это может быть его мама, его невеста, ну либо жена. Там женщина, она очень сильно вам завидует, постоянно ставит вас в пример и постоянно подстрекает своего сына либо мужа как-то хитрить, вас обманывать, либо вами пользоваться. Вот. Будьте повнимательнее, и если этот ваш знакомый либо родственник будет что-то такое, вот знаете, несвойственное ему говорить, знаете, что это не он, а его женщина. Вы можете напрямую поговорить и сказать, что ну не давай женщине разрушить нашу дружбу, либо наши родственные связи. Ну, либо так и скажите, если будешь продолжать в том же как духе, в той же колее, то, скорее всего, мы просто перестанем общаться. Этот парень, да, этот мужчина, он действительно хорошо к вам относится, но женщина между вами может все испортить. Дальше. Тут больше, наверное, похоже на как родители, не родители. Кто-то, кто прям гораздо старше. Но вот как с позиции родителя человек дает вам совет. И вам нужно прислушаться к этому совету. Может быть, не на все 100, но что-то взять из этого совета. Вам плохое не подскажут, не посоветуют. Наоборот, что-то хорошее, то, что может действительно помочь. Кто-то о вас проявляет именно какую-то родительскую заботу, даже если эти люди не ваши родители. Ну вот как родительская забота мне идет. И еще резко и неожиданно. Вот здесь показано, что вы можете что-то обрести, приобрести или обрести. Приобрести за деньги, обрести за просто так, да, за красивые глаза. Что-то, что может вам прослужить очень долго и быть, ну, полезной вещью для вас. Почему-то показано, что вы то ли не нуждаетесь, то ли вы можете отказаться, то ли вы можете денег пожалеть. Но вещь, сама нужная вещь, идет к вам в руки. Так будут складываться обстоятельства, что вам буквально в руки это дают подержать. Вот так вы и поймете, да, что нужно брать. Дальше, по поводу денег. Тут как и доходы, так и расходы показаны. Расходы у вас, я так понимаю, бытового характера. Ну, может быть, что-то еще прикупите. Там, ну, одежда, я имею в виду, какой-то счет оплатите, квитанцию. А вот доходы у вас небольшие. Но здесь какое-то еще обещание вам будет дано. Именно обещание, либо даже клятва, да, что вот сейчас денег мало, но вот в будущем денег будет гораздо больше. Обещание, которое точно будет выполнено. Да. Человек точно выполнит то, что пообещал. И еще у кого-то вот с зарплатой какая-то история может приключиться. Да? Вот если вы получаете зарплату, то там могут либо не все начислить, либо что-то не засчитать в этот, ну, за прошлый месяц и засчитают в этом месяце. Ну, вам все объяснят, там, возможно, там все оформят правильно. То есть нет повода, чтобы ругаться, просто вот такие обстоятельства. Ну, все в жизни бывает. Да? Вас никто не хотел наказать на деньги, но ну вот что-то случилось, да, вот бухгалтер заболел, его подменяли, неправильно посчитали, а ведомости уже подали, там в банк отмашку дали. Вот просто вам перенесется на следующий, ну не на следующий, да, на этот месяц. Вы же как зарплату за месяц, то есть месяц отработали, получили зарплату, да? Ну вот как-то так мне идет. Некрасиво, неправильно, но опять же, это форс-мажор. Такое может случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Дальше я вижу женщину, которая то ли дружна с вами, то ли в родственных отношениях. Но больше, конечно, на дружбу похоже. Подруга, приятельница. У вас хорошие с ней отношения, вы вообще на одной волне. И я вижу, что эта женщина буквально пытается какую-то дорогу вам протоптать для вас, для вашей семьи, вот как что-то выбить, чего-то добиться для вас. Она молодец, она старается, но опять же не все в ее руках. И
она вас может что-то попросить, да, вот какие-то документы, либо может попросить куда-то подъехать, куда-то подойти, вот что-то сделать, какую-то справку получить. Вы ее послушаете. Она женщина деловая, у нее хватка. И вот если она что-то себе решила, она этого добьется. И я вижу, что это что-то на благо вам пойдет. Это то, что сами вы получить не могли. А у нее то ли контакт образовался, то ли доступ где-то появился. В общем, она для вас протаптывает дорогу. Ну, возможно, ей что-то потребуется. Ну, либо будет звонок от нее с какими-то уточняющими вопросами. Да, вот то скажи, это расскажи. Вот как-то так мне идет. Пока, возможно, она ничего вам не скажет, да, чтобы там, ну, не испортилась, не сглазилась, да, вот как-то так не сошло с рельс. Но, тем не менее, как будто бы она работает для вас, как будто бы она чего-то вот добивается для вас. Хорошая женщина, потом обязательно ее отблагодарите. Дальше показано, что вы на санках катаетесь. Ну, сейчас у нас зима, возможно, да, действительно пойдете кататься на санках, получите массу прекрасных эмоций, ощущений, вот как в детство попали. Но у кого-то это именно скорость, радость от того, что жизнь движется, от того, что проблемы решаются, от того, что вы меняете свою реальность. Вот действительно ощущение, что я живу, что я лечу с ветерком, у меня нет преград, у меня там получается, я там на правильной полосе. Да, вот такие ощущения будут. Прям настроение у вас меняется, как будто бы красками играет. Хороший знак. Еще какой-то пакет, мешок, что-то такое, вот знаете, как подкинуть могут вам. Это не порча, нет, это не порча. Это либо у вас очень ленивые соседи, которые свой мусор подкладывают к другим соседям, да, лень нести на мусорку, там выкидывать, и вот подкидывают. Ну, либо кто-то что-то перепутал. Вот, это не порча, не думайте про это, не берите дурного в голову. То же самое вы можете увидеть какие-то следы, что-то рассыпанное, насыпанное. Нет, это не порча, это просто кто-то такой неаккуратный, безалаберный, и вот человек наследил, намусорил. Нет, потому что вижу, что кто-то из вас прям может очень испугаться, особенно люди мнительные. Нет, это не порча. Нет, это кто-то вот набедокурил, да, повел себя как свинка. Дальше показано, что женщина совершенно как-то случайно, знаете, как на ощупь про мужчину все узнает. Вернее, не все, а то, что мужчина от нее тщательно скрывал. Это может быть ваш муж, это может быть ваш парень, это может сын быть, зять может даже брат быть. Вот мужчина что-то скрывал, а женщина совершенно случайно как нащупает эту правду. И вы знаете, этот мужчина окажется полностью в ваших руках. Вот. У него такое несчастное выражение лица, а у вас наоборот такое вот как доминирующее. А вы скажете: ага, попался, теперь я все про тебя знаю, у меня теперь все доказательства в руках есть. И он такой несчастный, он готов, я не знаю, там, ну, многие вам кланяться, да, лишь бы вы там не наказывали, либо, ну, эту правду как-то сохранили в виде тайны. Но вы узнаете, вот то, что он тщательно скрывал, давно прятал, вы все это узнаете. А у кого-то еще отыграется, что вы прям четко обнаружите все его болевые точки, да, вот эти любимые мозоли, на которые можно давить и, ну, мужчину, например, заставлять что-то делать. А может, вы обнаружите, вот в чем действительно причина его неудач, проблем. Вот поймете, что, ага, если с этим поработать, то можно мужчину, ну, буквально вот вылечить от этого, да, изменить его жизнь и судьбу. Ну, почему-то мне идет, что мужчина в ваших руках, да. Именно в таком ключе картинка показана. Еще стрелка вверх, стрелка вниз. Цифра 6. Скорее всего, связано с работой. Ваша стрелка выравнивается и начинает стремиться вверх. А вот у другого человека при всех попытках удержать свою стрелку в правильном положении, стрелка вот все равно, знаете, как из каучука, да, она все время выгинается и стремится вниз, как гравитация ее притягивает. Там человек просто в панике, в истерике,
человек не привык к тому, что у него так дела плохо идут. И вы знаете, такое вот эмоциональное выгорание показано, что человек буквально там за несколько часов может выгореть, потерять ко всему интерес. Вот просто сдаться, сесть и плакать. Вот. А вы уже привыкли, вы привыкли к скачкам, вы умеете и знаете, как себя брать в руки, вы умеете бороться со всеми этими ситуациями. Вот человек, скорее всего, даже начнет заочно, либо очно вас в чем-то винить и говорить, что это ты что-то сделал, либо сделала. Вот у меня все было хорошо, а теперь у тебя хорошо, а у меня плохо, да, вот какие-то такие вещи. Вы, пожалуйста, не слушайте и, пожалуйста, не реагируйте. Просто понимайте, что человек в отчаянии находится. А в таком состоянии, можно наговорить что угодно. Вот, да, но у человека, я вижу, что стрелка вниз, а у вас наоборот вверх пошла. Может быть, в работе, в делах, в бизнесе, да где угодно, в учебе. Да, теперь у вас все хорошо, у человека не очень. Такое бывает. Может, человек там, знаете, на этой волне успеха катался и очень сильно расслабился и просто упустил ситуацию. Может быть. Вы тут совершенно ни при чем. Так, лестница показана. Но лестница такая, знаете, она невысокая, но на ней очень много мелких ступенек. И пока одни люди идут вот ступенька в ступеньку, вы вот прям перескакиваете эти ступеньки. Какое-то задание, либо какая-то ситуация, которая вам уже знакома, у вас уже есть опыт в этом. Может быть, что-то повторится, как второй, даже третий раз, может быть. И вы уже перескакиваете через эти ступени, опережая всех других людей. Да, раньше всех что-то получите, либо чего-то добьетесь. И вот этот момент триумфа, он буквально повышает вашу самооценку и очень хорошо на вашу энергетику влияет. Даже если у вас там где-то что-то болело, либо вас что-то беспокоило, прям уйдет, пройдет, как бабка пошептала. Кстати, по поводу обрядов и ритуалов. У кого-то есть идея, либо даже где-то что-то записано, либо вы сохранили. Если это связано с благополучием, с любовью, с деньгами, со здоровьем, делайте, пока Луна еще у нас не стала полной, да, у вас осталось время. Не ждите, не откладывайте. Сейчас время очень хорошее. Тем более я вижу, что много положительных эмоций, ваша энергетика возрастает, и у вас все получится. Если вы задумали от чего-то там негативного избавиться, лучше дождитесь, пока Луна начнет идти в убыль, да, чтобы вот прям разом избавиться от негатива. Да, вот не забывайте про это и всегда сверяйтесь с лунным календариком. Все, что мы делаем на благо себе, либо другим людям в плюс, мы делаем на растущую Луну. То, что мы делаем, чтобы вот избавиться от негативных программ, болезней, неприятностей, всегда делаем на убывающую Луну. Не забывайте. Это хорошее подспорье. Это действительно работает. И да, вы и сами, кто практикует, либо пробовал, вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Дальше, мои хорошие, в самом венце показывают человека, за которым стоит очень сильный ангел. И этот ангел, буквально вас куда-то вот как вталкивает, подталкивает, но больше похоже, что вталкивают. Вы, возможно, сами того не планируя, окажетесь в каком-то месте, либо в какой-то развернутой ситуации, и у вас такие вопросы: а как я сюда попал вообще, что я тут делаю? Да как так? Слушайте, доверьтесь своему ангелу, ангел знает, что делает. И я вижу окно возможностей, которое вы не замечаете. А вот ваш ангел очень сильно переживает, что вы это окно пропустите. Поэтому вижу, что управление ангел берет на себя. Так должно быть, так и будет. У кого ангел очень сильный, там, буквально, что вы думаете об одном, а делаете другое. Либо думаете одно, а говорите другое. Сами от себя в шоке будете. Вот не бойтесь, все нормально. Никто не обидит, наоборот, это во благо вам. Окно возможностей очень короткое и очень узкое. В него сложно попасть, но ангел сделает все для того, чтобы вас туда втолкнуть. Вот не хотите сами идти, либо не видите, куда идти, ангел вас втолкнет. Да. Доверьте своему ангелу, все будет замечательно. Мои хорошие, на этом у меня все.
Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.